Ассалаумағалейкум қазақ елі. Менің ат жөнім Ермек Мәдениет Құрақбайұлы. Мен осы Құрық портында 2019-дан бері жұмыс атқарып келемін. Біздің негізгі осы Құрық портындағы атқаратын жұмыстарымыз Құрық портына келген мына жүк кемелерін арқандап байлап бекіту және де осы жағадағы. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Менің ат жөнім Ермек Мәдениет Құрақбайұлы. Осы Құрық портында 2019-дан бері жұмыс жасаймыз. Негізгі жұмыс жасау жұмыстарымыз жағадағы әртүрлі жұмыстар және келген кемелерді арқандап байлау. Болды ма? Жалғастырайын деймін. Айттым ғой жаңа. Осы Құрық портында 5 жылдан жоғары жұмыс жасап келеміз. Болды, мен қосатын басқа ештеңе жоқ. Қалған енді бастық қосмаса.
Ассалаумағалейкум қазақ елі. Менің аты жөнім Ермек Мәдениет Құрақбайұлы. Осы Құрық портында 2019 жылдан бері жұмыс жасап келемін. Біздің осы негізгі атқаратын жұмыстарымыз осы жағадағы әртүрлі жұмыстар және де әр мемлекеттен келген мына жүк кемелерін осы жағаға арқанда байлау және жүк көліктерін рет-ретіменен жинау және жағадағы әртүрлі жұмыстар. Құрық портының жалпы болашағы зор деп ойлаймын. Осы жасап жүрген жұмыстарымыз бізге өте ұнайды. Үш мемлекеттен келеді. Сіздің должностыңыз қандай болып айтылады? Жағалау матрос. Сосын былай айтып жіберіңіз. Біздің қызметіміз осы үш мемлекеттен келетін кемелердің арқандарын байлап, реттеп, біздің мақсатымыз сол. Сосын шығарып саламыз деген сияқты. Бір темпіде айтыңыз да. Сіз деген жерде үш мемлекет болып қалды да. Сонда үзілмей әдемі қоса еттім. Қалай дедің? Үш мемлекеттен келетін жүк кемелерін. Қызметіміз үш мемлекеттен келетін кемелердің арқандарын байлап. Жоқ, ол үш мемлекет не обязательно ғой. Мен айттым ғой, әртүрлі мемлекет, әртүрлі мемлекеттен барынша қосып айтсаң әдемі ғой. Аттармен Әзербайжан, Россия бәрін қосып па? Соларға біз қызмет көрсетіп, шығарып саламыз деген сияқты. Басамыз сол жердің именно. Басынан бастайын бе енді? Жаңа жерінде қызметіміз. Біздің қызметіміз осы Әзербайжаннан, Ираннан, Ресейден келетін жүк кемелерін күтіп алып, қызмет көрсетіп, және де шығарып саламыз. Басқа не бар қалып? Басқа ештеңе жоқ. Біздің негізгі мен жұмыстарымды айттым осы. Атқаратын. Иә, айттым. Стажымды айттым, жасаған қызметімді айттым. Жоқ, просто дауыс алады. Ермек Мәдениет Құрақбайұлы. Ақтаудың тұрғынысыз, Құрық ауылының тұрғыны. Еще погода, туман. Өзіміздің ту бар екен ғой, іздеп кетіреміз оны. Жүктерді байлайды. Три кет. Два-три кеттік. Екі-үш кеттік. О.
Әдем, четко кете беріңіз. Болды. Просто жүре берің, брат, былай қарай тек. Жүріп батқан кадр алайын тек, болды. Болмай ма? Ана, мына путқа қарап, қазір айтам. Тұра берің, о. Арасына путқа қарап қойың, о. Путықтың бірдеңдер басқандай, о. О. Так. Монитор қарап тұрасыз, сосын вагон жаққа қараңыз, о. Әне. Вот әдем, әдем, четко, четко. Начинай, чуть-чуть. Пульт смотри, территорию смотри. Да. О. О. И территорию смотри. Надо руку. Чуть-чуть движение. Руку, руку, руку. О. Смотри. Туда-сюда смотри. О. Все. Шайбеш? Не, полная рация, бірдеме алып жүр. Бахткерей Алибеков, исполняющий обязанности генерального директора Порт Курык. В настоящее время через Порт Курык идет стабильный грузопоток экспорта ориентированных грузов, сформировавшийся за годы производственной деятельности паромного комплекса. И сейчас стоит задача, то есть в сохранении данного грузопотока, сохранении объемов данного грузопотока, и с чем мы на данный момент справляемся. Следует отметить, что в то же время за последние несколько лет объем транзитных грузов, проходящих через порт Курык, показывает уверенный рост. Так, например, в 2023 году объем транзитных грузов
составил 161 тысячу тонн, то за 11 месяцев 2025 года объем составляет уже 297 тысяч. В настоящее время через порт Курык идет стабильный грузопоток экспортно ориентированных грузов, сформировавшихся годы производственной деятельности паромного комплекса. И сейчас одной из основных наших задач является сохранение данного грузопотока. И хочется отметить, что в последние годы этот грузопоток сохраняется. В то же время за последние несколько лет объем транзитных грузов, проходящих через порт Курык, показывает уверенный рост. Так, например, в 2023 году объем транзитных грузов составил 161 тысячу тонн. За 11 месяцев 2025 года объем составляет уже 297 тысяч тонн. Проектная мощность порта составляет 6 миллионов тонн в год. Из них железнодорожные грузы 4 миллиона 100 тысяч тонн и автомобильные 1 миллион 900 тысяч тонн. Учитывая запросы рынка транспортных перевозок, последние несколько лет порт Курык работает на процентов 30-35 от своей проектной мощности. На сегодняшний день Казахстан активно проводит работу по развитию транспортно-логистической отрасли. Реализуются проекты по строительству новых транспортно-логистических центров, модернизируются автодороги, железнодорожные пути и прочие инфраструктурные проекты, что в свою очередь говорит о том, что Казахстан увеличивает свой транзитно-экспортный потенциал. И маршрут ТМТМ дает возможность соединить крупнейшего экспортера в лице Китая, со странами Европы, что, пропуская через свою территорию значительные объемы различного вида грузов. В целом, все вышеуказанные моменты оказывают свое влияние на объем грузопотока. Что касается порта Курык, основными ограничениями является нехватка паромов, отсутствие казахстанского паромного флота, а также инфраструктурные проекты, которые находятся на стадии реализации. На сегодняшний день реализуется проект по модернизации подъемно-переходного моста номер 1, а также в 2026 году запланированы проекты по модернизации подъемно-переходного моста номер 2. Планируется внедрение терминально-операционной системы для автоматизации и оптимизации рабочих процессов, а также в рамках цифровизации маршрута в целом. Все страны являются участниками товарищества ТМТМ, и совместные усилия, прилагаемые для развития популяризации данного маршрута, оказывают значительный положительный эффект в развитии каждой страны, как в экономическом, так и в политическом плане. Что касается казахстанских экспортных грузов, к ним можно отвести нефть, нефтепродукты, химикаты, зерновые культуры, товары народного потребления, металл и металлопродукты. А транзита импортным грузом, проходящий через порт, можно отнести товары народного потребления, продукты питания, строительные материалы, легковые автомобили. Думаю, что в последнее время перспективы для роста грузов из Китая, что касается казахстанских экспортных грузов, к ним можно отнести нефть, нефтепродукты, химикаты, зерновые культуры, товары народного потребления. К транзитно-импортным грузам можно отнести товары народного потребления, металлические продукции, нефтепродукты, строительные материалы. Думаю, что в последнее время перспективы для роста имеет транзит из Китая. Это такие виды, как колесная техника, товары народного потребления, высокотехнологическая продукция,
В частности, к ним относятся аккумуляторные батареи. Для полноценной реализации планов по увеличению объемов перевозки грузов в Каспийском бассейне и через порт Курык, в частности, могут влиять все совокупные меры, принимаемые как государством, так и самими субъектами бизнеса. В порту Курык это реализация инфраструктурных проектов на уровне государств, участников ТНТМ, строительство или приобретение паромов, а также частные и государственные инвестиции для реализации транспортных проектов. Влияние сегодняшнего времени заставляет нас идти в ногу с цифровым прогрессом. В рамках реализации мер по развитию искусственного интеллекта в транспортной сфере в 2026 году в портовой деятельности запланирован проект по автоматизации и цифровизации, что будет включать в себя оптимизацию производственной деятельности, налаживание взаимодействия между грузоотправителями, а также сотрудниками порта. Все эти меры позволят ускорить процесс обработки грузов в порту и оптимизировать время по их обслуживанию. В ближайшие 5-10 лет Казахстан продолжит укреплять свою роль как ключевой логистический хаб, используя географическое положение и инвестиции в инфраструктуру для увеличения транзитного потенциала между Азией и Европой. Ожидается рост грузооборота и транзита грузов, включая развитие мультимодальных перевозок и модернизацию транспортных коридоров. Бахыткерей Алибеков, исполняющий обязанности генерального директора порта Курык. В настоящее время через порт Курык идет стабильный грузопоток экспорта ориентированных грузов, сформировавшийся за годы производственной деятельности паромного комплекса. И сейчас одной из основных задач является сохранение данного грузопотока. И хочется отметить, что в последнее время этот грузопоток сохраняется. В то же время за последние несколько лет объем транзитных грузов, проходящих через порт Курык, показывает уверенный рост. Так, например, в 2023 году объем транзитных грузов составил 161 тысячу тонн, то за 11 месяцев 2025 года объем составляет уже 297 тысяч тонн. Проектная мощность порта составляет 6 миллионов тонн в год. Из них железнодорожные грузы составляют 4,1 миллиона тонн, а автомобильные 1,9 миллионов тонн. Учитывая запросы рынка транспортных перевозок, последние несколько лет порт Курык работает на 30-35% своей мощности. На сегодняшний день Казахстан активно проводит работу по развитию транспортно-логистических отраслей. Реализуются проекты по строительству новых транспортно-логистических центров, модернизируются автодороги, железнодорожные пути и прочие инфраструктурные проекты. Что в свою очередь говорит о том, что Казахстан увеличивает свой транспортно-экспортный потенциал. И маршрут ТМТМ дает возможность соединить крупнейшего экспортера в лице Китая с Европой. Пропуская через свою территорию значительные объемы различных видов грузов. В целом, все вышеуказанные моменты оказывают свое влияние на объем грузопотока. Что касается порта Курык, основными ограничениями является нехватка паромов. На сегодняшний день реализуется проект по модернизации подъемно-переходного моста номер 1, а также в 2026 году запланированы проекты по модернизации подъемно-переходного моста 2 и внедрение терминально-операционной системы для автоматизации и оптимизации рабочих процессов, а также в рамках цифровизации маршрута в целом.
Все страны являются участниками маршрута ТМТМ. И совместные усилия, прилагаемые для развития популяризации данного маршрута, оказывают значительный положительный эффект в развитии каждой страны как в экономическом, так и в политическом плане. Что касается казахстанских экспортных грузов, к ним можно отнести нефть, нефтепродукты, химикаты, зерновые культуры. К транзитно-импортным грузам можно отнести товары народного потребления, строительные материалы, металлы и металлопродукции. Думаю, что в последнее время перспективы для роста имеет транзит из Китая. Это такие виды, как колесная техника, это легковые авто, товары народного потребления и высокотехнологическая продукция. В частности, можно отметить электронные батареи для автопромышленности. Для полноценной реализации планов по увеличению объемов перевозки грузов в Каспийском бассейне через порт Курык в частности могут влиять все совокупные меры, принимаемые как государством, так и самими субъектами бизнеса. В порту Курык это реализация инфраструктурных проектов на уровне государств, участников ТМТМ, это покупка или же постройка паромного флота. Влияние сегодняшнего времени заставляет нас идти в ногу с цифровым прогрессом. В рамках реализации мер по развитию искусственного интеллекта в транспортной сфере в 2026 году в порту Курык запланирован проект по автоматизации и цифровизации портовой деятельности, что будет включать в себя оптимизацию производственной деятельности, налаживание взаимодействия между всеми участниками портовой деятельности. Это госорганы, экспедиторы и грузоотправители, а также сотрудники порта. Все эти меры позволят ускорить процесс обработки грузов в порту и оптимизировать время по их обслуживанию. В ближайшие 5-10 лет Казахстан продолжит укреплять свою роль как ключевой логистический хаб, используя географическое положение и инвестиции в инфраструктуру для увеличения транзитного потенциала между Азией и Европой. Ожидается рост грузооборота и транзита грузов, включая развитие мультимодальных перевозок и модернизацию транспортных коридоров. Бахыткерей Алибеков, исполняющий обязанности генерального директора порта Курык.
Компьютердің бетін қозғалып. Қатты білінбейді. Үш елге кетеді уже. Демейді сен суретін ана заттан. Иә, Роза айтты ғой да? иә. 26 мың болды, алдай отыр. Бәрі сатып кетті, статусқа дейсің ба? Хит болып кетті Иә, ғой. Инстаграм бәрін салды ғой. Осы абай салды. 26 мың малдары ауыз құрсығы мықты екен бірдеңе деп. Так, көп ақша бар ма? Bir санап отқан түсір ғой. Отыра берсін, байқатпай түсіріп алайықшы. Четко шығады сол кезде. Все, давай. Что, бумагу дайте. О. Кеттік давай. О, давай. Четко. По работе можешь попробовать? Вот у меня нет, сегодня повторили. Сейчас вот грузим. Даулет уговорил, Даулет с этими по рации говорит, у нас, братан, ничего нету здесь. На корме пустые вагоны. Вот они требуют, Баку требует, чтобы вагоны пустые на корме. Такое положение, все же нам уже сколько лет. Чтобы вагоны пустые на корму оставляли, чтобы нам проще было. Пока вагоны еле-еле. Эта ситуация, что этот диспетчер при планировании грузов есть, например, тот же Гузар, который суммировал в свое время, он просил как раз таки пустые вагоны назад, тяжелые, как бы, в этот момент. Второй момент, это, как вам известно, обещают то, что придем к исходной одной трети. Да. Давайте. До этого времени осталось чуть-чуть. Бдительность на работе не теряй. Сразу, мне кажется, второй не надо брать. Надо проверить тот в работе. Это раз. И второе, на первом мосту ситуация чуть лучше, на втором вообще на плачевно. Почему? Лед будет опускаться дальше. А береговой у нас стоит минус 400 с небольшим. Есть возможность еще опустить. Море ушло, там сейчас под балкой, на втором мосту балку не опустишь, там уже дно. То есть надо дно углубить, вот там, чтобы опустить береговой и морской, и угла вот этого не было большого, чтобы еще ниже сядет, зимой машина будет буксовать и прочее. По мосту, давайте, это у вас есть служба, как бы вы собираетесь, вы обсуждаете эти моменты обязательно как важнейшим таким звеном. То есть, Мы на этом моменте, на этом практике. И, скажу так, пока это на уровне закупа идет, когда это все Чем на день. А мы практики, мы знаем, как здесь лучше будет, как здесь это. Поэтому мы всегда к вам обращаемся с просьбой, на кого нам надеяться. Впереди у нас метео есть, Зарифан. Зарифан
үшін давайте оны тездетейік. Ең бірінші қауіпсіз әдістермен. Түсінікті ғой да бәріне? Все, давайте. Давай, запись уже. Новиков Вадим Васильевич, главный диспетчер морского порта Актау. За последние 2-3 года грузопоток через порт Актау значительно вырос. Это журналист. Давай, все, кеттік. Новиков Вадим Васильевич, главный диспетчер морского порта Актау. За последние 2-3 года грузопоток через порт Актау стабильно растет. С 2022 по 2024 год общий объем увеличивается ежегодно на 10-20% за счет увеличения объема перевалки контейнеров. В 2024 году рост перевалки контейнеров составил около 50%. При этом порт постепенно смещается от зависимости от нефтеналивных грузов в сторону мультимодальных контейнерных перевозок, что усиливает его роль как ключевой узел среднего коридора. Новиков Вадим Васильевич, главный диспетчер морского порта Актау. За последние 2-3 года грузооборот через порт Актау стабильно растет. С 2022 по 2024 год наблюдается ежегодное увеличение объема перевалки грузов 10-20%. Особенно большую роль показало повышение это контейнерные перевозки до 50%. При этом порт постепенно смещается от зависимости от нефтяных грузов в сторону мультимодальных контейнерных перевозок, что усиливает его роль как ключевого узла северного коридора, маршрута ТМТМ. В порту Актау сейчас реализуется ряд разных проектов. Это увеличение инфраструктуры контейнерных перевозок, строительство контейнерного хаба, планируется проведение дноуглубительных работ, модернизация причалов, что в свою очередь приведет к ускорению транзита по среднему коридору. На сегодняшний день у нас идет огромное сотрудничество с нашими партнерами Азербайджана, Турции и Грузии. Оно значительно улучшилось. За последние 2-3 года взаимодействие стало гораздо быстрее, больше стандартизировано и, как сказать, предсказуемо. Прямо туда смотри. Сегодня через порт Актау наблюдаются такие перевалки грузов, как нефтепродукты, генеральные сухие грузы и контейнерные перевозки. Монтаж жасаймыз. Так. Для увеличения транзита через порт Актау, сейчас, смотришь, Басында тіке қарата бердерші. Көзі қарап тұрды, тек оқып тұрғандай болып тұр. чтобы удвоить транзит через порт Актау, необходимо инфраструктурные и управленческие решения. Необходимо строительство новых причалов, необходимо также дноуглубительные работы, модернизация флота, приобретение нового флота, как паромного, так и контейнерного. Вот, через 5-10 лет Казахстан имеет все планы, все шансы закрепиться как полноценный логистический хаб Центральной Евразии. При продолжающихся инвестициях в порты, в железную инфраструктуру, железнодорожную инфраструктуру Казахстана, при цифровизации и контейнеризации страна может обеспечить стабильный транзит между Китаем по Каспийскому морю, Кавказом и странами Европы. Все. Новиков Вадим Васильевич, главный диспетчер морского порта Актау. За последние 2-3 года грузопотоки через порт Актау стабильно растут. С 2022 по 2024 год общий объем увеличивается ежегодно на 10-20%. Особый прирост дают контейнера. В 2024 году прирост контейнерных перевозок составил около 50%. Сейчас в порту Актау реализуются различные проекты по
увеличению контейнерных перевозок. Это строительство контейнерного хаба, модернизация и строительство причалов, новых причалов. Также будут производиться дноуглубительные работы. Все это приведет к ускорению транзита по среднему коридору. Сотрудничество между партнерами, такие как Азербайджан, Грузия, Турция, ощутимо улучшилось. За последние 2-3 года взаимодействие стало гораздо быстрее, более стандартизировано и предсказуемо. Кроме того, партнеры стали оперативно реагировать на узкие места в данном маршруте. На сегодняшний день в порту перегружаются такие грузы, как нефть, нефтепродукты, контейнерные перевозки, генгрузы и сыпучие грузы. Спокойно. Так, сейчас. Чтобы удвоить транзит, портам нужно одновременно инфраструктурные и управленческие решения. В первую очередь инвестиция в причалы, контейнерные терминалы, дноуглубления, а также расширение флота, особенно паромного и контейнеровозов. Цифровизация в портах является очень актуальна. Вводится единое окно, вводится автоматизация системы пропуска и отслеживания грузов в реальном времени. Все это вместе с увеличением инфраструктуры приведет к скорейшим обработкам груза. Через 5-10 лет Казахстан имеет все шансы закрепиться как полноценный логистический хаб Центральной Азии. При полноценном Это же предложение. При продолжающих инвестициях в порты, железнодорожные дороги, цифровизация и контейнеризация страна может обеспечить стабильный транзит между Китаем через Казахстан, Каспийское море, Кавказ и страны Европы. Еще фамилия, имя, должность. Новиков Вадим Васильевич, главный диспетчер морского порта.
Четко. Этого не видите, не смотрите сюда. О, енді әдемі шығып жатыр. Директор проведет инструктаж по архивной безопасности. Жилеты, каски, драки. В данный момент возьмите жилет, диспетчер звонил только что. Потом дальше переходит на перешвартовку со второго на первый причем. Возьмите жилеты обязательно. Но они обещали сегодня надо сделать, максимум завтра, наверное. Очень пошел. Четко. Давай. Да, рахмет. Рахмет. Хотела, чтобы мы жили вместе. Ой, не надо телевидение. Наташе написать такое письмо. Надо ТБшникам написать. Следующих должностей. И там нет его, например, Наташи. Ну, ввиду того, что она... Все. Ой, Гульмира Ханым, как дела? Что, премию дадут там? Я. Заявка, здесь копировка. Так, хаттырайды, письмо. Болды. Қашан Как тиісің? платформасы Күдіктің тексереміз. мен қарап жүрші шығарамыз. Иә, сол ғой. Заявка голосование деген сияқты. Все, кеттік. Тиелді деп ойлай көр. Все, хорошо, рахмет. Сау болыңыз. Ну, әдемі. Кеттік. 3 платформа, 6 контейнер істеу керек 20-қа. Әдемі.